Приветствуем всех! В Алматы немало уникальных исторических памятников, строительство которых впечатляет и завораживает. Сегодня мы поговорим об образце монументальной советской надежной архитектуры. Это 26-этажная гостиница «Казахстан», здание которой оставалось самым высоким в Алматы до 2008 года. Проект реализовали в конце 70-х годов прошлого века. О строительстве легендарной гостиницы нам поведал один из ее архитекторов Анатолий Евдокимович Анчугов. Проспект Табая, проспект Ленина. Значит, и вот на этой площади должно быть, на этом месте, это здание. Ну, авторы проекта вот этого дворца Ленина услышали, что Кунаев недоволен тем проектом, который они собираются строить здесь. И нам кто-то из ЦК Компартии Казахстана, кто-то позвонил, говорят, если сможете, вот понедельник там какое-то совещание будет, и Кунаев хотел бы посмотреть варианты гостиницы на этом месте. Сможете сделать, успеть за 3 дня? Ну, наше руководство сказало, сможем. В понедельник уже мы приходим с этим материалом туда на совещание. Мы в вестибюле выставили этот материал и ждем. Короче, Кунаев, он посмотрел на этот вариант и говорит, ну что, мне нравится, он сказал. Я считаю этот вариант намного лучше. И он нашего директора подзывает, говорит, все, начинайте проектировать. Нам здесь организовали, помещение построили буквально за месяц, такое барачного такого типа. Значит, мы здесь сидели, проектировали, мы вместе день и ночь. Я только женился, супруга меня не видит, меня, подозревает. Я прихожу домой, она недовольная, смотрю. Я однажды ее привел прямо сюда на объект, показал, как мы работаем. Она убедилась, что мы никуда не ходим. На гостинице 100% уверен, что она выдержит 9 баллов. 100%. Я же говорю, я лазил там, когда начал устанавливать каркас, и у меня фотография, как в лесу там, как среди деревьев. Представляете, тут какая мощность заложена. Такой лес арматуры был, то есть здесь заложено по прочности больше даже, чем 10 баллов, больше. То есть запас прочности у здания этого намного больше, чем расчетами нужно было 9 баллов. А мы сделали, на 10 баллов. И вот после того, как ее потрясли, когда убедились, что нету никаких трещин, мы дальше, еще же надо было там технический этаж, ресторанную часть там возводить, все там технические верхние этажи. Ну и вот когда вышли уже на верхний этаж, кто-то подсказал, что неприглядная картина, надо что-то делать. Картина вот этих всех шахт вентиляционных, шахт дымоудаления, потом там всяких, этих технических помещений, они все так вылезло. И пришлось вот это корону. Это уже, когда мы вышли на последний этаж, уже начали все эти обустраивать, все сооружения, и только тогда пришла идея, надо огораживать это все. А почему именно корона? Можно купол был? Сама форма вот этих элементов гостиничных, вот эта гостиница, она же вот такая вот, курданерчик такой,
у каждого номера вот такой кордонер. И мы на вот этом уровне, ну, ближе, чем вот эта часть, повторили как бы форму этих элементов, повторили эту форму, эту корону. То есть она была вот сюда ближе к этому вот полукругу с отступом от края, но повторила форму вот этих элементов. А для того, чтобы все эти, там высота 6-7 метров, пришлось эту корону делать 10-метровую. Ну, корона – это как бы украшение, это как бы завершение. Это как вот, почему она форма-то такой? Чечевица – это форма колоса, колос пшеницы. И корона это вот как овщики там наверху у колоса. Овщики верхние – это вот корона. Это все здесь как бы учитывается с высоты лет. Смотрю на это как бы свысока, а тогда все это воспринималось впервые. Впервые все это возводилось, и мы сами переживаешь с одной стороны, а когда уже построили, и гордость вот.